эфире новости экономики на Якутия-24, в студии Нургуяна Иванова. По итогам 4-го Восточного экономического форума делегации Якутии подписано 32 соглашения с максимально эффективной суммой до 107 миллиардов рублей. Из них 13 соглашений на уровне руководителя региона, 8 на уровне исполняющего обязанности председателя правительства и 11 на уровне муниципальных образований, организаций и ведомств. Среди них и соглашение о намерении строительства моста через реку Лена. По словам исполняющего обязанности председателя правительства Якутии Владимира Солодова, не только сам форум вышел на новый качественный уровень, но и наш регион по уровню презентованных проектов и заметности республики заметно вырос. Мы позиционируем мост в рамках транспортного коридора Колыма-Иркутск как ключевого сегмента. По мосту мы, соответственно, обсуждали в связи с этим его включение в комплексный план развития магистральной инфраструктуры Российской Федерации. И было заключено соглашение о предварительной проработке финансирования моста совместно с группой ВИС и компанией по строительству железных дорог Китая. Вот такое соглашение было заключено. Я уверен, что мы продолжим активную проработку с нашими партнерами вариантов. Но при этом хочу подчеркнуть, что это предварительное соглашение, оно пока не принято решение о том, что именно данный консорциум будет подрядчиком, хотя не скрою, что пока он наибольшую активность проявляет, и такой наиболее динамично движется вперед. В 14 субъектах России, включая Якутию, налог на имущество физических лиц за 2017 год впервые будет начислен исходя из кадастровой стоимости. Ранее налог начислялся из инвентаризационной стоимости. В помощь налогоплательщикам на сайте размещена промо-страница «Налоговое уведомление 2018», которая наглядно отображает расчет налогов. Также одним из новшеств налогового уведомления стало отражение в нем подлежащей к уплате суммы налога на доходы физических лиц в том случае, если ранее работодатель не удержал у своего работника эту сумму налога. В данное время проходит введение необлагаемых налогом вычетов из кадастровой стоимости. Компания «Алроса» завершила строительство дороги к Верхнемунскому месторождению. Удачнинский ГОК «Алроса» начала пробную эксплуатацию дороги. По дорожному полотну прошли первые 12 автопоездов грузоподъемностью до 95 тонн. Дорога протяженностью более 150 километров была построена для транспортировки сотрудников «Алроса», перевозки руды, грузов, а также для проезда технологического и хозяйственного транспорта. Строительство заняло около 2 лет и осуществлялось на средства государственной субсидии в рамках федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» на период до 2018 года. Мы строили дорогу с учетом всех современных требований. Дорога оборудована дорожными знаками, сигнальными столбиками и барьерными ограждениями. Для завершения строительства в срок работы велись одновременно на 7 участках дороги, рассказал заместитель начальника УКС по объектам строительства на месторождении Верхнемунское Сергей Кривопуск. Инвестиции в создание современной судоверфи для модернизации флота Ленского объединенного речного пароходства Якутии оцениваются примерно в 1 миллиард 500 миллионов рублей. Создание судоверфи произойдет на базе реконструкции Жатайской базы технической эксплуатации флота. Реализация проекта позволит обновить устаревший флот компании, которые обеспечивают завоз грузов в арктические районы Якутии. Жатайская верфь – это необходимость не только для Якутии, но и для обновления флота всего Ленского бассейна. Стоимость проекта оценивается в 5,7 миллиардов рублей, из них 4 миллиарда предусмотрены из федерального бюджета. Республиканских и денег ЛОРП не хватит. Надеемся, что за счет инвестиций восполним существующую потребность, сказал директор ЛОРП Сергей Ларионов. Якутия и Санкт-Петербург объединят силы для развития Арктики. Северная столица заинтересована в реализации промышленного и научного потенциала города в проектах арктических регионов. Якутия является пилотной зоной по формированию опорных зон в Арктике. Мы видим перспективы сотрудничества с Санкт-Петербургом в реализации проектов Северо-Якутской опорной зоны, в том числе проектов по созданию Жатайской судоверфи, реконструкции морского порта Тикси, сказал председатель Госкомитета по делам Арктики Якутии Прокопий Николаев.
Программа инициативного бюджетирования Всемирного банка будет продолжена в Якутии. Перспективы инициативного бюджетирования в республике обсудили руководитель региона Айсен Николаев и представители Всемирного банка. Так, международный эксперт Всемирного банка в области партисипаторного бюджетирования Джованни Аллегретти озвучил свои предложения по улучшению механизма работы в северном субъекте. В районах я расспрашивал у глав местных администраций о возникающих проблемах при реализации объектов, их взгляде на перспективы программы. Они сообщили, что здесь, в Якутии, в регионе с экстремальным климатом, очень важно учитывать время года. Помимо традиционных просьб увеличить финансирование программы из госбюджета, я услышал интересную мысль о расширении проектов, рассказал он. Программа Всемирного банка и Министерства финансов Российской Федерации стартовала в Якутии в прошлом году. Якутия сразу отличилась высокой активностью населения. Эффективность каждого бюджетного рубля, вложенного в проект, увеличена более чем на 30%. В сельских поселениях и городах обустроены уличные спортивные площадки, благоустроены территории культурно-досуговых центров, проведен ремонт кровли в зданиях школ и детсадов, отремонтированы общественные бани. Французский гостиничный оператор Accor Hotels планирует открыть якутский отель «Меркюр» на 150 номеров. Соответствующий меморандум о сотрудничестве на Восточном экономическом форуме во Владивостоке подписали директор Russian Management Hotel Company Алексис Деларов и председатель правления Алмаз-Эргиенбанка Людмила Николаева, а также гендиректор АЭП «Капитал» Игорь Борисов. Отель откроется после 2020 года, а объем инвестиций в проект пока не разглашается. Угледобывающая компания «Колмар» планирует создать в Якутии до 9 тысяч рабочих мест к 2020 году. По словам председателя Совета директоров «Колмар Групп» Анны Цивилевой, компания сейчас испытывает быстрый стратегический рост. В настоящий момент работают около 3000 человек. Только в этом году «Колмар» привлек на работу около 800 человек. У нас начался ежегодный приток сотрудников. Это в том числе и высококлассные специалисты, которые умеют работать на дорогостоящей высокотехнологичной технике. Мы строим новые шахты, закупаем современное европейское оборудование, строим новые обогатительные фабрики. Это должны быть и обогатители, и инженеры, и технологи, сказала она. Компания по добыче алмазов «Алроса» реализовала в Израиле 166 лотов ювелирного качества общим весом 2611 карат. Суммарная выручка от продаж составила более 15,5 миллионов долларов. В торгах принимали участие компании из России, Израиля, Бельгии, Индии, США, Гонконга и Объединенных Арабских Эмиратов. Победителями по разным позициям признаны 45 фирм. Аукцион завершился с хорошими результатами. Стартовая цена была превышена в 1,5 раза. В 2018 году на израильской площадке «Алроса» провела 5 аукционов по реализации крупноразмерного сырья, выручив на них уже около 70 миллионов долларов. Прокомментировал итоги аукциона член правления, директор ЕСО «Алроса» Евгений Агуреев. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.